Бахтияр Мырза, вы идете на очень интересную должность. Мы с вами когда-то начинали учебу в аспирантуре. Я не доучился, вы стали кандидатом наук. И поэтому я хотел вот у вас спросить, вы как считаете, вообще в Кыргызстане есть ли наука? Дасан Далбаевич, безусловно, в Кыргызстане есть наука, но она не совсем показывает нужные, эффективные, требующие реального времени результаты. Простой вопрос. 5 открытий назовите, которые сделала наука Кыргызстана за последние 30 лет и которые которыми мы пользуемся в бизнесе, госуправлении, образовании, здравоохранении и других сферах. Разрешите, я подготовлюсь, потом вам отвечу. Я сейчас сразу затрудняюсь ответить, какие Да именно просто открытия. их нет. Потому что, возможно, их нету и их нет. таких Понимаете? прорывных значительных нету на сегодняшний день. Поэтому я вам предлагаю одну вещь сделать. Я не знаю, даже с себя было бы хорошо начать. Вы готовы опубликовать свою научную диссертацию? Как вы знаете, диссертации, они все в открытом доступе имеются на сайте Высшей аттестационной комиссии. Там вы можете в соответствующих разделах найти мою диссертационную работу, в частности, автореферат мой. Вы сильно ошибаетесь. Полные диссертации не публикуются у ученых. Поэтому я предложил бы публиковать их все. Давайте раскроем маски, лица, посмотрим, кто настоящий профессор, доктор, кандидат. Я всех по-человечески люблю, но просто когда мы выдаем вот эти научные звания и не делаем открытия, это очень смешно. Получается фиктивная наука. Я поэтому вас прошу, давайте сделаем открытие. Они что, для себя пишут эти диссертации? Пускай делают открытия, пускай помогают обществу, государству развиваться в конце концов. Сможете это сделать? Да, безусловно, я начну непосредственно, приступлю к этой работе. Ну, я еще хотел бы здесь отметить относительно процедуры присвоения ученых степеней и званий. Как вы знаете, на сегодняшний день, когда рассматривали закон о Национальной академии наук, уважаемый депутат Сурабалди Эльвира Джергалбековна тоже поднимала данный вопрос, то что и в целом все знают, что на сегодняшний день присуждение ученых степеней превратилось в коммерциализацию, в бизнес. Есть множество бюрократических компонентов при получении данных званий. Нет, смотрите, вы сможете их открыть, все диссертации и так далее, научные работы? Мы постараемся. Сейчас мы будем разрабатывать соответствующую нормативную базу, соответствующую электронную платформу в том числе. Бахтияр Мырза, надо не стараться, надо сделать. Почему? Потому что сейчас уже искусственный интеллект, они диссертации смогут с помощью чата GPT писать. Вы же это понимаете? Да, я буду непосредственно работать над этим.